Сегодня известному журналисту, писателю, участнику Великой Отечественной войны, почти 20 лет возглавлявшему Госкомитет Чувашской ССР по телевидению и радиовещанию Павлу Крысину исполнилось бы 100 лет. В журналистику Павел Афиногенович пришел достаточно в осознанном возрасте после того, как вернулся с войны. В начале творческого пути был сотрудником республиканской газеты «Коммунизм Елавия». Даже выйдя на пенсию, не представлял своей жизни без пера. Работал ответственным секретарем журнала «Блокнот агитатора», писал статьи в различные издания и книги. Почти 20 лет творческой биографии Павла Крысина связаны с гостелерадиокомпанией «Чувашия». До последнего он приходил на ГТРК и рассказывал, как, по сути, в 60-х шло становление нашей компании. Перед ним, как молодым руководителем, тогда стояли две важнейшие задачи – наращивание материально-технической базы и формирование костяка компании. Павел Афиногенович вспоминал, с каким азартом журналисты, режиссеры, операторы осваивали тогда новую технику и бросались выполнять редакционные задания. Павел Крысин смог сделать чувашское телевидение разноплановым и художественным, и детским, и развлекательным, и публицистическим. Он воспитал целую плеяду мастеров телерадиоэфира. Когда сейчас смотрю, как плодотворно работают журналисты и в области телевидения, и в области радиовещания, радуется душа. То, что мы вначале создавали, сейчас бурное развитие получило. Павла Крысина не стало в 91. Он всегда говорил, что благодарен судьбе за интересную плодотворную жизнь, за хороших людей, с которыми довелось работать. Он верил, что потомки сохранят память о нем.